Море, а берег, как дела? Цепляем. Вы цепляете хорошую скобу. Подобного рода эксперимент с исследованием морской воды проводится дважды в год. Конечно же, это сопряжено с большими затратами. Поэтому специалисты подбирают самое оптимальное время года для проведения этих исследований. При этом учитывается как состояние моря, так и готовность самого оборудования. Капсула «Дельфин» погружается на глубину 200 метров, в 600 метрах от береговой зоны. Все эти эксперименты, связанные с исследованием морской воды, проходят в уникальном месторасположении Гидрофизического института. Дело в том, что здесь, на Маякском мысу, происходит резкий перепад глубин. Почти у самого берега дно проваливается на 15 метров, а чуть далее на все 100, что позволяет проводить всю необходимую работу, не уходя вглубь моря. Подводный аппарат «Дельфин» предназначен для проведения работ в прибрежных и внутренних водах. Погруженная капсула через определенное время автоматически выстреливает из-под воды, подлетая почти на 40 метров. Он начинен всевозможным оборудованием, в том числе с датчиками, которые определяют параметры морской среды. Пока идет накопление базы данных, в будущем очень много есть экологических тем и направлений, где они будут использованы. Потому что другим путем добыть эти данные сейчас пока невозможно. Говоря о том, насколько важно проводить подобные мероприятия в нашей стране, директор Института экологии Абхазской академии наук Роман Бар отметил, что Абхазия – морская страна, и многие секторы экономики связаны именно с морем. Знание о море является для нас ключевым знанием. Чем больше мы о нем знаем, чем больше мы владеем ситуацией с проблемами моря, тем легче нам прогнозировать развитие событий. Это необходимо для народного хозяйства, это необходимо и для рыболовства, и для туризма, потому что оно связано с морским пляжным туризмом. Это и транспортные коммуникации морские. Таким образом, все знание о Черном море является важнейшим знанием для такой страны, как наша. После того, как капсулу извлекают из воды, все данные, зафиксированные в ней, хранятся в Гидрофизическом институте. Возможность расшифровать собранный материал появится в ближайшее время. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.